На прошлой неделе контрольная палата обнародовала свой ежегодный отчет. Несмотря на то, что в качестве исследованного периода в документе указан 2015 год, реальный аудит заметно выходит за рамки данного временного отрезка. Фактически речь идет, условно говоря, о последней пятилетке. Я сейчас не буду в подробностях анализировать данный документ, ибо он слишком увесист и многогранен. Тем не менее, остановлюсь на одном его аспекте, а именно той части, в которой главный орган страны, контролирующий правомерное использование бюджетных средств, в очередной раз приходит к неутешительному выводу, что принадлежащие государству предприятия неэффективны в своей хозяйской деятельности. Вбухивание во все эти РУПы, МУПы, то есть принадлежащие государству унитарные предприятия, миллионов бюджетных денег, напоминает принцип работы обычного пылесоса, дующего в одну сторону. Отдачи абсолютно никакой. Но не будешь же воспринимать копеечную прибыль, указываемую в бухгалтерских отчетах, в качестве большого достижения, зная при этом про солидную сумму вложенных в предприятие денег и имея представление о реальных объемах данного бизнеса. Увы, в абхазских реалиях за все годы самостоятельного существования функции государственного предприятия оказались сведены к роли обычной кормушки, где директор, опекаемый большими начальниками, как правило, это брат, сват, кум, может безнаказанно доводить деятельность предприятия до алогичной, неподвластной никаким экономическим законам планомерной ручки. Он может тупо обанкротить, нагло или по-тихому своровать, но никогда даже мысли не допустит отдать казне положенные дивиденды. Если нанятый менеджер частного предприятия вытворял бы хотя бы 10-ую часть тех фокусов, что себе позволяет его среднестатистический коллега из госпредприятия, то, уверен, рано или поздно владелец фирмы выставил бы ему солидный счет, за который по-любому пришлось бы платить. Продавать дом, машину, драгоценности жены, брать под проценты деньги или просто бежать из Абхазии. Но и там без всяких гарантий на спокойную жизнь. Уверен, и там найдут и отнимут. Другое дело директор РУПа или МУПа. Вытворяй, что хочешь на своем предприятии, и никто тебе слова кривого не скажет, ибо в нашем абхазском сознании давно сформировалось понимание, что государственная собственность – это нечто такое бесхозно валяющееся в пыли, и тот, кто его вдруг подобрал, является настоящим хозяином. Ну а хозяин, как говорится, сам себе барин. Кстати, сам потерпевший от такого рода хозяйствования, то бишь государство, в этом вопросе, похоже, полностью солидаризировалось со своими гражданами. Оно его тоже не очень-то и считает своим. Иначе трудно понять, почему до сих пор никакого наказания за неэффективное распоряжение госимуществом и казенными деньгами наш уголовный кодекс не предусматривает. Не то что посадить, даже возместить ущерб является неразрешимой проблемой. И вот до тех пор, пока отношение государственной, общенародной собственности кардинально не поменяется, речь ведь не только о предприятиях, но и о земле, которая у нас официально не подлежит купле-продаже, однако вся уже давно распределена, часть продана, оставшаяся ждет своего покупателя. Нас ничего хорошего в будущем не ждет. Лишь отдельные группы заинтересованных людей будут периодически собирать под патриотическими лозунгами митинги, периодически брать контроль над этим бесхозным госимуществом, добиваться построения в отдельных кланах коммунистического благоденствия, и это будет продолжаться до тех пор, пока окончательно не растворим в этих эффективных методах саму страну.